Sveiki, draugai! Atvažiavome į renginį. Šiandien vyksta driftingas Raubičiuose, čia šalia Minsko. Kas tai apie gal 20 km, gal mažiau. Ir pasižiūrėkit, kas čia darosi, kiek čia yra atvykę mažiau automobilių. Čia dalyvių automobiliai greičiausiai, tački, na, piknik parašyta. Ir bus čia vyks autodriftingas, motociklų driftingas, automobilių kažkokia paroda. Ir einam, gal mes dabar einam, aš rodysiu, kas ten vyksta. Oazis, gana nebloga virtuvė, suvalgęs čia, tikrai skanu. Einam toliau, žiūrim. Artėjame link šventės. Test drive, Mars Cars. Čia galima test drive turbūt atlikti. Draugai, čia yra kasa šitam automobiliui, čia yra tvarkaraštis. Pagal tvarkaraštį dabar kiek pas mus valandų? 6. Parad pilotų. Pilotų paradas dabar. Pilotų paradas dabar bus. Tai nusipirksim bilietą ir eisim žiūrėti pilotų paradą. 20 minučių. Gražu žiūrėti. Atėjome į vietą, dabar eisim, pasižiūrėsim, kaip vyks pats driftas. Что-то будет сейчас, снимай. Dar apžiūrim visą parką automobilių, kokie čia jie yra. Dažniausiai matau, čia Mercedesai, va ten BMW. BMW Mercy. Pagrindė BMW čia stovi. Pagrindė BMW automobiliai visi, beveik pagrindas. Draugai, mes nusprendėm pakalbinti BMW pilotą, V-pilotą, BMW pilotą, paklaus, kaip šitas automobilis, kuo jisai ypatingas ir kaip jisai с ним važiuет. Я бы хотел спросить, как вот таким зверем управляете? Есть что-то опасность? Это, наверное, опасно для жизни, вот вообще участвовать на таких гонках? Или у вас уже какие-то такие серьезные навыки есть, и вы уже знаете, что вы делаете? Ну, в любом случае жизнь опасна. И самое опасное заниматься тем, чем не умеешь, и заниматься это слишком агрессивно, когда нету еще навыков. Когда подобными машинами управляют люди с должным опытом, ну, это вполне безопасно, насколько это может быть в автоспорте. Опыт, да, большой. А сколько лет вы занимаетесь этим? С 2010 года мы занимаемся дрифтом. У нас своя школа дрифта, первая в Беларуси, и как бы опыт реально большой. Вы из Беларуси, да? Вы Беларусь, да. Из Минска, да? Да. В 2010 году у нас появилась первая машина BMW учебная, кстати, строилась она у вас в Литве. Super Gratis LT, может,
знаете, такая в тайм-атаке ребята катали, вот нам они ее собрали, и с того времени дрифт поглотил меня полностью. А вы только дрифтом занимаетесь или гонки какие-то тоже устраиваете? Там, в гонках участвуете? Нет, я только дрифт, меня слишком съел этот дрифт. Слишком съел. Я обучаю, раньше еще строил машины, теперь перестал это делать, только делаю свои машины, подготавливаю к дрифту. И моя основная работа — это обучение именно дрифту. А это вы делаете в свободное время или это уже у вас как работа? Уже стало это работой. Как работа, да? Уже с этого можно денег даже заработать, да? В наши тяжелые времена как-то вот сейчас уже начало получаться. Поэтому я снова стал ездить. Я просто раньше ездил, потом долгое время не ездил, потому что дрифт — это все-таки дорогое удовольствие. И уперся в финансы, и долгое время не выступал. Работал где-то там споттером, механиком. В дрифте я прям долго. Прям в этой области прям вы окунулись. И в этой области. С 10-го года как упал, так до сих пор. Оказывается, уже почти 15 лет прошло. Как вас зовут? Евгений Бобров. Да, приятно, Евгений. Спасибо вам за интервью. Передать привет литовским братьям. Надеюсь, увидимся на треке когда-нибудь с вами. Когда-нибудь, да, обязательно. Спасибо. Все, спасибо. Рад был пообщаться. Очень на грани он проходил все эти достаточно уверенно на финише, но можно сказать, неплохой замес. Первый день тайский пикник подходит к концу. Спасибо, что были с нами, что открыли вместе с нами первый день нового формата мероприятий в Беларуси. Все это посвящается вам. Draugai, reportažo šį sykį baigėmės, statykite mums širdutes, žiūrėkite mūsų reportažus, jų bus daugiau. Viso geriausio, draugai.